Так, ну что, утро начинается с -5. Нифига себе! Сломать можно. Умывальник. Какой же лед-то образовался у нас? Так, лед приличный. Где-то 2 сантиметра. Однако. 8 мая. Ночью -5 было. Вода вон упала на озере, на ручье. И ледком покрылась, а сам ручей открытый остался. +1, что вчера солнца не было и ветер такой, дубак был. Сегодня, надеюсь, не так холодно будет. Так, ну что, идем на наше озеро. Весенняя наша вода реально упала, поэтому лодку больше таскаем, чем ездим. Слушай, а солнце печет, будь здоров, меня уже припекло. А еще болото открыто переходить. Кошмар. Ледок. Однако, до сухого берега раздеваться буду. Фу. Кошмар. Солнце печет. Какой мороз. С такой жарой весь жирок потеряешь. Так, я, наверное, свитер сниму. Уж больно жарко. Ну, где ты там? Вообще-то в лесу прохладный ветерок сразу начался. Есть. Есть рюкзак. В крайнем случае я снова оденусь. Первый пошел, второй пошел. Полегчало. Что такое холодно стало? Но сегодня мы пораньше пошли. Ну, больше стрельнем. Наверное. Нет, Да. По сухому лесу так классно ходить, где болота нету. Ну, гудят на реке моторы. Вчера в какой-то момент слышу бах, 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 бах. Я даже не знаю, то ли 10, то ли 20, то ли миллион патронов за раз пустили. Это я понимаю так. Стрельнули утку и решили ее утопить. И делали эксперимент. Сколько надо дробинок в нее вбухать, чтобы она утонула. У тебя другие варианты? У меня один вариант. Утки улетели, эти удовлетворились стрельбой и дальше поехали. А, в смысле, утки пролетали, и пока их было видно, там даже за километр все равно вслед стреляли. Ну, у меня сразу мысля появляется, это похоже на городских больше. А потом они же себе правила и придумывают. Они правила придумывают для сельского населения, чтобы о себе как хотят потом. Такая стрельба больше на садизм похожа. Садится в душе. Самому удовлетворение получить от стрельбы. А что там случилось, пофиг. Пускай это утки страдают. По размеру лап и по поведению норка бегала. Край воды, ну, когда еще льда не было. Ночью. Ну, -5, на озере везде лед. На другой стороне вся протока. Вся во льду. Да, не лопухнулись ли мы? Все во льду. Но если где-то есть чистое место, наверное, уток там должно быть. Вот жизнь утиная. Воды нету, по льду ходить. А вот это что за следы? Но все дело в том, что след довольно громадный. Да еще парами вдоль озера. Это явно не лиса, не выдра. Крупноватый след. Росомаха остается. Ну, бывает. А вот это ноги парами ставит. И мелкий след. Это горностай. Пробежался. Ну, живет мир. Следов понаставляли. Утки. Где-то открытое место. И там утки собрались. Однако.
Я вышел, все озеро, все бывшее открытое озеро, все во льду. Думал, зря пришли. А потом случайно туда вышел, посмотрел, там на маленьком закутке около 10 уток. Одно место, туда и садиться и будут, если летать будут. А так везде лед. А на той стороне тоже лед. Везде лед, там тоже лед. И вон там открытое место большое было, везде лед. И значит, пока после обеда, может, и подтает. Надеюсь. А сейчас напротив этой лужи сядем вдвоем, да их посидим. Так, ну, свою засидку напротив открытой воды мы сделаем здесь. Ну, как-то так. Вроде ничего. Деревья закрывают, сучки закрывают. Так, а это что такое? Опа-на! В эту сторону я вчера стрелял, подранок улетел. Он так хреново летел, так сильно и не поднялся. Ничего себе, я его нашел. Ну, вчера не зря прошел денек. Вот что значит сила животворящая в алкоголе. Тяпнули и попадать начала. Утка, которая после выстрела от меня улетала, она так высоту и подняться не смогла. В полдерева летела, для меня за деревья залетела, вон за березы. И сюда и свалилась. Молодец. Она счет алкоголя пошутил. Согласен, пить много вредно. Талия теряется. В тени холодновато. Одеваемся обратно. Ну, посидим где-то так. Сегодня морозец для весны порядочный был. Но я видел -5. А при морозах вода падает, поэтому вот замерзла на кустах. И целое утро хрустел. И то бишь вода падала. Ну, весну разве удержишь? Солнце вышло и стало разогревать. Валерий? Слушаю. У тебя нет ощущения, что сегодня перелета из-за снега, мороза, но нету? Во всяком случае, гуси-то до обеда гагакали вроде. Слышал, перелетали, да. А из уток вон на той стороне, туда вниз, к повороту, какая-то свия одна летала, то есть плавала. Да ты что, вот редиска. Но вчера 4 часа вечера стали летать достаточно сильно. Ну вот и подождем до туда. Подождем. Лед, в принципе, капитально растаял. Я пойду на другую сторону переправлюсь, на свое место. Давай. Да кучу свою утку возьму. Солнцем заметно потеплело. Разогрело. Классная засидка у тебя. Хорошая. И сидеть удобно, и прикрыто довольно ничего все. Прикрыто точно. А ты увидишь утку, если там плавать будет. Все видно. Ага. Ветки мешают в темноте стрелять, тогда можно не разглядеть. Любую дырку можно найти. Все окей. Ну я поехал на другую сторону. Давай. Супер засидка дяди Валеры. Никто не уйдет. Покрякивал, думал, может, еда сюда подойдет. Да-да. Около берега там плавает. Ну, редиска. Они такие. Что-то не понял. А, плывет. Стреляй вторым стволом. Не вылезти никак. А утка-то насмерть лежит. Хорошо попал. Что так отплыло метров, количество метров.
Ну, тебе тоже с добычей. Ну, ладно, попалась. Молодец, кряковый. Ты мелочевкой не балуешься. Так, ну я сейчас за своей сейчас плаваю. Я кряковыми не балуюсь, я нырковыми. Ну, иди сюда. Интересно. Вчерашний гоголь попался. Надо же, он так и не смог улететь по-хорошему. Ну, есть немножко. Ну, кажись, дело сдвинулось с мертвой точки. Это большой плюс. Чайка почти как гусь прилетела. Посмотреть, что тут делается. Ну, посмотрела, давай шуруй. Дальше. Сидим, ждем, любуемся природой. Это что она, умывается? Прихорашивается перед свадебными играми? Или у них танцы, что ли, такие? А может, просто жизнь удалась. И радуется в жизни так. Красавец. Но от дяди Валерии от меня далековато. Сензеры парочка. К дяде Валерии садятся и садятся. Дядя Валера стрельнул, а он отлетел от него. Ну, сел. От меня далековато. Сейчас посмотрим. Подранок. Успевает нырнуть. Загнулся, по-моему. У Валерия, значит, вторая штука сегодня. А нырковые-то они вообще. От дяди Валеры далековато отплыл. Сейчас я покрякаю. Так, и мне сегодня попало. Вот те и плохой день. С морозом. Фу. Лежишь? Лежит. Нормально? Ну, без шуток. Мне подранки не нужны. Валерий, ты в курсе? Твой тоже загнулся. Но я вижу, 2 утки от тебя дохлые плывут. Одна твоя, она отлетела, села, поплала, потом подергалась и затихла. Ну и хорошо, а то я думал, промахнулся. Будем дальше ждать. Да. Ну, зоркий сокол. Далеко видит.